с уголочком. И тут порван. Или снимал я порвал, а? Не могу понять. Ну и тут погрызено. Китайка тройка. Так, ну и этой петли, новые петли-то жалко. И я привезу тушу привезу. Да уголочек, который бить, наверное, надо. Тушный уголочек не надо, а? Уголочек отрублю, а этой части привяжу тушу. Будет это у меня привада. А самочка-то жир маленькая есть. Но не сильно. Есть. С каких-то чужих краев пришли. Ребята округи-то, их уже лет 10. Лет 10 они вот так вот весной не приходили. 10, наверное. Так, петля. Ну, я поначалу такие делал. Может, первый век это вот с этого. А может, и после делал. Да, это с детской коляски же трубка. Она мягкая, хорошая. Не ломается, но не лопается, пошел. Мягкое железо. С детской коляски отрезал. Еще у меня там сколько-то валяется. Вот таких вот нарезанных. Так, это вот рублю. Вот тут Сахатова гоняли. Подкрался, наверное. Или так на волю. Петельку можно поставить, ибо деревья. Вот метка. Мочевая точка. Довольно интенсивная. Это сегодня тоже запаснюсь, наверное. Рядом совсем не уходит что-то. Уже 4-й день. Как матерая попалась, не уходит. Вроде понаставил. Через день приезжал, потом вот через день приехал. Ну и понаставил, они где-то здесь. А по тем же местам не ходят, по другим местам заходят. Ладно, пройдемся еще. Новенькие капканы, да? Последние 3 капкана получается. А там еще одна маленькая лисья есть. 4. Капкана. Так, ну вот так вот сделал. Это у меня трос. Старый трос, давно валялся. Весь в масле был. Я ее почти по 5 метров отрезал, да? 4 с лишним, 5, около 5 где-то. Так вот отрезал. У меня вот на эти завязки ушли. Так вот завязал, расплел. Изолента синяя, но ее под снегом заметно не будет. И вот крючок на конце. Это железный прут, 6. Ее вот так просто возить удобнее. Это ящик бурана закинул. Лежат они там, вытащил. Нацепил и об тот же фаркоп выгнул. Конечно, получше надо было бы, да? На 10, на 12 арматуру. А они самые лучшие крючки.
Ну, на 10-12 арматура. И вот так вот крючки, короче. И они еще загнутые в противоположные стороны. Ну, что крутило шло. Делают. Тоже, наверное, сделаю. Были у меня там сколько-то. Кончились. А эти, видишь, возить удобнее. Они тоже функцию свою выполняют. Это у меня получается... Так, еще чурку. Чурку зацепляю сюда. Между капканом и крючком зацеплю. Там надо, видишь, как цеплять надо ее. Вот, сейчас же весной будет заметать. Ну, можно было чуть подлиннее, да? Сантиметров на 10, на 20. Потоньше. По диаметру. Можно зацепить. Главное, чтобы бороздило хорошо. Сейчас же весна будет заметать. В прошлом году сколько? Ну, 2 с капканами потерял. Ну не считаю ту, которая через речку ушла, да. Горная речка, она. Вся в этих, как она, конку, ну пустоту под льдами. Через речку ушла и не переберешься там. Сороковник куда там, если таким образом. Таким образом. Так, вот так вот. Я не пропущу. Сейчас. И вот с этой стороны. Еще раз. Тогда она сама затянет, и этот вылез и слезть не даст. Ну, вот когда попадется, сам затянет. Хорошенько. Вот так получается. И длина у меня общая с крючком будет сколько? Все-таки на полметра длиннее надо было делать, да? Вот эти завязки рассчитать. Вот 3 метра будет. Будет, чурка будет бороздить. Тяжесть давать, крючок будет цепляться. Вот одинарные, вот когда тащишь, они почему-то вниз, этим крючком вниз поворачиваются. Из-за всей неровности земли цепляются. Это-то маленько выправит, если хороший волк попадется. Но все равно будет функционировать. За капкан буду цеплять за этот карабин. Надеюсь, волка не найдется. Ключа на 13. Ну хорошо. 13-14. Видишь, я почему так затюрку завязал-то. Так будет, если волк не попадется, снимаешь. Трос не будет этот, как его. Испорченный. Ну, прямой будет. Так-то я эти троса для медведей храню. Придется, не думаю. Засыплю за шею. Опять. Это видишь, накрасил когда-то давно. Для сеть вязал. Краска такая попала. Мне как-то намотано было порядочно, а вот так вот намотано было. Кончается, оказывается, с годами. Гвозди потом
Сейчас симки завяжу. Да и слетать, наверное, надо. Тут тоже одно подготовил. Сплел концы. А этот пока пускай будет. В запасе пускай лежит. Да, ну это у меня получается длина сколько? Метр, ну 3 с лишним получается. Если завязка, столько же на чурку идет. На чурку, если завязка, столько же уйдет. Ну 3 с лишним. Ну, достаточно, надеюсь, будет. Тут он на вертолюге. Эти края, что ли, пройтись напильничком. Да нет, не сильно-то острый. Гладкая. Не сильно острый. И тут напильничком все равно маленько пройдусь. За гусеницы убрать. Это засыплю. Были же у меня карабины. Как-то привозил. Чуть поменьше этого. Чуть поменьше этого, но достаточно. Видать, обратно увез. Или они у меня. Этот капкан, это как его, сжатие пружины у него достаточное, чтобы не отпустить, достаточное, чтобы не пережимать, не перерубать. Как-то у меня в таком капкане волк недели 2, наверное, сидел. Потом ушел и где-то метров 600 замерз. Ну тогда морозы стояли за 50. Свернулся калачиком под деревом и замерз. С такого вот капкана. У меня парочка таких стоит. Были же у меня такие. Что-то я их не вижу. Такие капканы. У них, видишь, пружины это. Нас пробьют, они тонкие, крученые. Нас пробивает хорошо. Да, в чайку попить-то съездить, что ли? А еще руку можно цеплять вот так вот. И так. Вот, да? Вот. Вот так вот. Поняли, да? Завязку. И вот получается, с этой стороны тянет, затягивает, с этой стороны тянет, затягивает. И, в принципе, еще раз можно пропустить. Такие провока. Вот так. Вот так еще можно. Длины все равно не убывает. А нет, убывает, блин, длина на один круг. Бывает. На 20 с лишним, на 30 сантиметров угол. Ну, потоньше можно выбрать чурку по диаметру. Это у меня получается на 3 метров уже нет. Видишь? Значит, надо такие троса делать.
Где-то метров 5. Тогда со всеми этими завязками. Более 3 метров. Ну, есть, у меня есть такое правило. Вот считаю, короче, что больше 3 метров, короче, волк рассчитать не может тащить. Он же приучен таскать, кормить. Такие уволакивает, короче. Он смотрит, как надо тащить. Ну, может, что добавим там сзади еще. Если такую завязку сделаем, можно тюрку потоньше. Это я, чтобы трос сохранить, такую завязку делаю. Не во все капканы влетают. Если не влетит, на следующий раз аккуратно. А если влетит, то этот трос он в лохмотье превратится. По-всякому. Загнет, вывернет, закрутит. А еще, да, когда вот чурку такую делаешь, надо, чтобы чурка в капкан не влезала. В капкан не влезала. Капкан сработает же, да, и он туда, промеж нижней рамы, туда войдет, закручивает, когда, ну, умудряется, короче. Я сталкивался с таким. Короткий раза полтора был, чурочка была раза полтора короче этого. И только она была привязана, чурочка только была привязана. И вот волк, видать, тоненькое деревце замотал, крутил, и чурка аккурат в капкан залезла. Но там льду намерзла, там снегу намерзла, лед там тает. И вот, ну, что лиса, что волк, они ссут же на рану специально на это. Лечение у них такое лап. Знает тоже, что урина это. Ну, как дезинфекция, короче, раны. И такой, ну, как сказать, ну, лед, короче, целый. Как гиря. Килограммов. Больше 10, намерзла там. С таким тоже сталкивался. С одними крючками мелкими тоже такое же дело. Тоже намотает, а капкан засыпется, эти крючки. Уходили у меня тоже. Уходила. Чего, думаю, крючки не цепляются. А он этот трос, короче, нам кустик зацепился. Трос. Это. Клубок замотал, крючки за капкан зацепились. Они же крючки должны трос выпрямлять. И так и ушел. Так что чурку надо будет. Ну, да, транспортами помельче транспортабельнее, такую же борозду будут оставлять. Но чтоб капкан не залезала внутрь. Надо делать. Так что аккуратнее, но основательнее делать надо. Орудие лова. Волк это такой зверь. Он-то выжить же хочет. А наша задача не дать ему перепереть, как говорится. Стенки шансов не оставить. Чем меньше шансов дашь, тем лучше. А то вот бывает, что так вот поставишь и обязательно в тот капкан влетит. Потом гоняешься за ним. Чуть ли не неделями гоняла. Сколько на лыжах-то. Вот смотрю по группе. Некоторые, ну, такое случается, что
Даже верховые не могут догнать. По несколько дней гоняют. От этих верховых-то мало кто идет. Верхом на лошадях. И куда-то южники. От этих-то мало кто идет. Тут дает им тоже потрудиться волк. Так что надо аккуратнее работать. Чем длиннее, тем лучше. Сейчас в наш век всего хватает, только покупай. Цепь, конечно, надо бы. Цепь, крючок, трос. На мой взгляд, вот это вот лучше. Но опять, как говорится, нигде нет совершенства. Этот крючок у меня маловат. Ну что ж теперь? Тем, что есть. Просто это в прошлом году намучился. Вот такие крючки таскала. По 2 штуки на тройку. На тройку трос цеплял. Они где-то около 3 метров у меня длиной были. Цепляю за капкан. А у меня эти были Уралы, новенькие Уралы были. Эти с поперечиной, которые снизу. За них цеплял. И с такими у меня, ну вот по этой речке 2 штуки ушли. Ну там ниже. Километров 100, наверное, отсюда. 2 штуки весной ушли. Ну кто бы знал, что так будет сильно заметать. В прошлом году за 20 дней 40 сантиметров снега выпало. И заметало не по-детски. Это, считай, получается у меня в прошлом году. Вот в той местности, с той стаи, короче, 2 с петли ушли. И 2 с капканами ушли. Эти 7-ки уволокли новые Уралы. Вот с такими вот крючками. Их же возить удобно. Я их вытащу, загибаю, цепляю. Нынче, видишь, взялся за ум. Всю жизнь учит. Блин, и как говорится, до сих пор комом. Вот с этого-то этот должен след оставлять. Хоть какой-нибудь где-то будет. Хоть какой нас наметет, все равно видно будет. Если что, хоть капкан найду. Еще один Урал. Да, волчица на большой немныре встать через горную речку. Не замерзшую волокла. Не рискнул я туда за ней сунуться. Тоже 7-ка с поперечной тоже была новенькая, хорошенькая такая капкан. Волокла. Это получается у меня 5 ушли, да, в прошлом году. Что-то я стараюсь аккуратнее. С этой погодой нынче не угадаешь, как начнет снег-то, метель. И это на 5 я взял, получается, эту матерую до Нового года взял, а после весной 4 взял. Ну вот этих-то обскаса 2 с капканой. Капканы-то жалко, блин. Вот только за поворот, перед поворотом видно, что по буранке бьется, идет, и за поворота выскакивает. А тишь да гладь. Тут как птичка пролетела, стоит, не следочка. Так и ушли.
Ничего, ничего, этот борозду, если что, должен оставлять. На редкие года у нас такие бывают. Но в степях там, тундре, тундряной зоне. Я думаю, это хороший способ. Да и на речке тоже. По Лене там, ну по большим речкам. По Алтану ниже. Знаменитый Сокольцов, да? Я пользовался еще такими. Ну вот тут-то проварить не помешало бы, да? Прихватить. Надо будет заколотить ее. Хоть прижалась. Так, ну заберу я тебя с собой тоже. Вот руки это. Или разогнуть и тут готовый на нее нацепить трос. Давай так сделаю. Разогну я тебе обчурку. Запихаю и заколочу. Расплетать обратно неохота трос. Хотя, в принципе, у меня есть трос там. И что там с кончиком работать надо. Так будет проще. Ладно, нацепил я эту. Надо будет тут, вот тут, короче, сварочкой прихватить. Одел я его. Он так, конечно, сильно не будет, но мало ли что. Готов. Да, жалко будет, если уволокут. Дорогой же ты, гад. Я тебя самым последним поставлю, когда нечего ставить будет. Сокольцов. Ну, непривычно как-то с ним работать. С теми-то я привык работать, а с этим как-то не то. Пока я тут цеплял, чуть не сработал. Колотил, оказывается, это крючок-то слетел. Надо было тарелку отпустить, не подумал отпустить. Но не сработал на мне. Пружина-то тугая. Подсядет, конечно, сколько-то. Но тугая. Не знаю, кому как. По мне так достаточное сжатие должно быть. Но сильно, очень сильно тугие как-то не люблю.